Осторожно, корова! На дорогах республики уже впору вывешивать такие предупреждающие плакаты. Нашей съемочной группе в поисках крупного рогатого скота на проезжей части долго разъезжать не пришлось. Животные нередко выходят и на федеральную трассу. К примеру, здесь, вблизи села Барсуки, судя по всему, местные коровы чувствуют себя весьма вольготно. Такая живая помеха на дороге в первую очередь вызывает негодование у водителей. Муслим Султыгов за рулем более 20 лет. Животные на дорогах встречаются частенько, признается он, особенно ночью. И здесь необходимо быть бдительными вдвойне, так как при ближнем свете фар животных просто не заметишь. واقش ناقد دواقش واقش ناقد دواقش من ليودر خارج سعد زومي حمد دخ بريشة تشميو نوت دخ نيسن دخلت حقيقة دخ وين خوش دخل أيات دوش يا شو problem جيل ده شيء دولتش أصلا دولدوري بعد ذم سرعة شو دقش هذا الباج أي دلوا كرسي لوردش خدات دق زي دق نات بجن ماشي لودش بجن لودش На сельских дорогах картина еще плачевнее. Приехав лишь по одной центральной улице Троицкого, мы наткнулись на целое стадо коров. В селе 3 табуна, которые выводятся ежедневно на пастбище. Правда, за эту услугу надо платить 500 рублей в месяц. Неудивительно, что больше половины жителей села предпочитают бесплатный сервис «Выгул на улицу», отмечает глава администрации. Раз человек держит корову, 2 дня молоко надоил, вот это молоко, если продать, можно это 500 рублей отдать пастуху, а за 28 дней молоко себе оставить. И ночью, вот и даже ночью хозяин вот этих скотов не загоняет себе, и ночью вот эти пакеты разносит, и после этого нам очень трудно собирать и мусор. Безобидные животные на дорогах могут стать причиной ДТП. Яркий пример – авария, произошедшая на прошлой неделе в селении Нижние Очелуки, когда водитель, просто не заметив, сбил лошадь. В результате дорожно-транспортного происшествия, в результате наезда водителя автомобиля и его пассажир скончались от различного полученного от местного повреждения. По данному факту следственным отделом по городу Молдбек проводится проверка хозяина животного. Мы установили. Лошадей, пасущихся рядом с проезжей частью, можно лицезреть не где-то в отдаленных селах, но и на участках с самым оживленным движением. К примеру, при въезде в Магаз целый табун. Инспекторы ГИБДД в который раз просят не выпускать своих животных хотя бы в темное время суток. Но рассчитывать на благоразумие некоторых хозяев, видимо, бесполезно. Может, ждут, пока им выпишут штраф. Как показывает практика, наказание рублем пока самая действенная мера. Юсуп Гильсханов, Майырбек Миржоев, Магомед Дидигов, Новости 24.